Один из таких дней, когда Алмазбек Атамбаев работает, не выезжая из своей резиденции, большая ежегодная пресс-конференция. Журналисты сегодня по традиции сами приезжают к кыргызскому президенту. Однако попасть на встречу с главой государства смогли не все репортеры. Двум оппозиционным журналистам в аккредитации отказали. Корреспондента еще одного телеканала, принадлежащего оппозиционному политику, попросту не взяли в автобус, который отвозил представителей прессы в резиденцию. Алмазбек Атамбаев, как оказалось, об этом знал и, возможно, даже лично распорядился. Вчера им сказали нельзя. Правильно сказали, потому что есть журналисты, которым вообще не нужна информация. Журналистика – это объективная информация. Если вы считаете, что у нас нет свободы слова, ну это ваше мнение. Зато те, кто попал в Конгресс-холл, не смогли вести прямые трансляции. Онлайн-вещание с пресс-конференции по непонятным причинам запретили. Неудобных вопросов от этого меньше, правда, не было. Спросили и про бывшего телохранителя президента, который стал сразу министром внутренних дел, и про огромный особняк, построенный главой республики на скандальном участке. Я построил дом по эту сторону реки. Надо будет построить дом и на другом берегу. Про меня говорили, что мне принадлежала чуть ли не половина Бишкека. Я открыл частную фирму еще в 1989 году. Я заработал деньги честным трудом. Я не мародер. Журналистов иностранных больше интересовали вопросы внешней политики. Главная новость для них – заявление о том, что объединенная российская военная база из Кыргызстана должна уйти, так же, как когда-то американские войска покинули Ганси. Вот меня все упрекают, Атамбаев выставил американскую базу, а российскую оставил. Но имейте в виду, что по российской базе был договор, подписанный с нашей стороны Бакиевым, с российской стороны, я забыл кем. Там было подписано, что российская база вот с этого года, 16-го, 2009 будет оставаться. В 16 году действующий срок заканчивается. После этого российская база должна была остаться на 45 лет и продлеваться потом на 25 лет после этого. Мы оставили только на 15 лет. 49 и 15. И, конечно, это стоило мне очень много нервов в свое время. Это очень не нравилось и российским министрам. Но я нашел понимание у Владимира Владимировича Путина. Однако Россия, заверила Атамбаев, все еще остается главным партнером Кыргызстана. Тем более с Владимиром Путиным у кыргызского президента отношения особенно теплые. Путин меня тескерисинче кетпе деп бир топ аракет кылды. Путин меня долго уговаривал, что я не уходил. Нурсултан Абишевич тоже уговаривал. Вы же знаете, с Путиным у меня очень хорошие братские отношения. Но я объяснил ему, что у нас народ разный, и дороги у нас разные. Немного расходятся с партнерами по ЕАЭС президенты в вопросах торговли. Продукты из Беларуси, Казахстана и России теперь стоят в республике дешевле местных. А вот продавать кыргызский товар в странах Евразийского экономического союза все еще проблематично. Мы же видим фактически негласную блокаду со стороны наших братских, дружеских соседей. Эта блокада же по фитосанитарии, по ветеринарии, она продолжается. Это очень некрасиво смотрится. Когда мы были в Астане, я сказал, слушайте, давайте мы будем или равные партнеры, или, говорю, мне это напоминает роман Оруэлла, есть такой, 1984, «Скотный двор», что все животные равны, но некоторые равнее. Всего за 4 часа Алмазбек Атамбаев ответил примерно на полсотни вопросов. Затянувшуюся встречу один из журналистов попросил завершить совместным селфи. Делать его президент отказался, предложив взамен просто сфотографироваться. Селфи с молодым корреспондентом политик пообещал сделать через год, когда закончится срок его президентства. Дюбек Бегалиев, Улан Асаналиев. В настоящее время Бишкек, Кыргызстан.